Ну вот, друзья, приехали, устроились вот так вот замечательно. И сейчас будем уже рыбачить. Эхолот показывает наличие рыбы. Поставили печку, ожидаем пургу. Говорят, будет пурговать. Ну, надеемся, что нас не сдует. Палатку закрепили прям со всех сторон. Я позже покажу. Александр готовит нам какое-то фирменное блюдо. Что это за блюдо? Мясо оленины, Собственно, пожаренное в собственном соку по-анабарски. понял. Мясо жирное, олень упитанный. Это не дикарь, это мясо домашнего оленя. Хозяйство Романа Дмитриевича. У него выпекал мясо. Специально отборное мясо. Сейчас пробовать будем. Давай. Проголодались, целый день не кушали почти. Спасибо Александру за столь вкусную ужин поздний. Ну, приехали с мороза, уставшие, голодные, злые. Сейчас вот более-менее начинаем отходить, как говорится. Вкусная еда, рыба плавает на дне. Ну вот, друзья, сейчас мы поели, забросились, уже рыбачим. И перед все-таки тем, как начать рыбачить, я хочу ребятам сделать небольшие подарки, подарить, так скажем, которые я с собой привез из города Якутска. Вот. Ребята охотятся, я знаю. Вы охотитесь, нет? Ребята любят охотиться, вот, поэтому для охотников есть небольшие подарки у меня, скромные. Вот, кстати, тугун богатырь. Дорого. Дорого. Так, вот такие ножи. Ножи, друзья, есть на сайте клёвая-рыбалка.рф. Также, друзья, есть бутик Дары Анабара. Вот Александр работает в этой организации, которая занимается рыбой, да? И там представлены рыбы Анабара. Вот. Кому интересно, можете заказывать. Вот. Сейчас я хочу торжественно, вручить вот эти небольшие подарки, которые я привез ребятам. И это, надеюсь, будут пользоваться. Все. Тебе вот такой. Такой. Где такой? Вот. Стальные бивни. Да. Бутик стальные бивни. Ножи Х12 МФ сталь. Точить только алмазным бруском. Ну, простой брус даже и не возьмет. То есть, она долго держит заточку сама по себе. Но если затупите, то точить алмазным желательно. Как раз бахта бомбардный хитает. Давай. Не за что. Пользуйтесь, ребята. Стальные бивни. Так что так вот, друзья. А ты где была, а? Это раб была, Так, настало утро. Александр утром раньше всех проснулся. Уже рыбачит. Завтракал. Мы сейчас тоже будем завтракать. Посмотрим, что там видно. Давайте. Глубина 8 метров. Смотрите. На 8 метрах как видно.
То есть вообще прозрачнейшая, чистейшая вода. Вот это глубина датчика. Сюда еще плюс 1,5. То есть 10 метров глубина. 10 метров глубина. Он метр ведь манна, ровно. Так, сейчас с ребятами позавтракаем. Вот ищем, чем бы позавтракать, разогреть что-то одинаковое. Свинина в картофеле. 300 на так. Разные блюда. Тушеное мясо. Тушенковар. А ведь просто тушенково. Турборга. Да. Давай по списку посмотрим. Все по одной штуке ведь. Ну вот, друзья. Вот такая у нас погода за бортом. Смотрите. Вот она. Тундра. Тундра. Александр там ходит за снегоходом, его практически не видно. Ну видно, но еще пока видно. Скоро в 2 раза ровно усилится ветер, порывы. Ждем. А у нас тепло. В лавке вот так вот сидим. Ребята разговаривают. Вот. Ждем рыбу. Пока рыбы, значит, нету. Но мы ждем. Ну вот, друзья, вот видел в эхолоте рыбу, подплывала, интересовалась. И вот так вот забагрилась. Вот. Подбагрилась. Вот я такую оснастку сделал. Это вот мы уже 2-й день у нас рыбалки. Вот, то есть блесенка, Изуми фирма, поводок, в общем, из лески прочной. И здесь тройник поставил с, получается, наподобие мушки что-то вот подвязано. О, отвалились. Как раз у нее отвалились эти все. И попалась вот такая вот небольшая, я не знаю, это кто. Ну, ребята сказали, голец. Детеныш гольца. Вот. Дырку здесь пробил ему. Не знаю, выживет, не выживет. Но такого мелкого, наверное, мы отпустим, наверное. Зачем? Джерли Седа. Так, наверное, угол хана давай. Лявый. Да ладно, пускай еще может поймаем. Все. Вот, друзья. Первая рыба есть. Первый улов есть. Так что так вот. Ну, затрудняется все сегодняшняя рыбалка тем, что начинается пурга очень сильная. У нас проходит заодно и испытание палатки, и рыбалка, в общем, все в кучу. Вот. Вот такая картина вот. Так, друзья, подошел голец у Александра. Ко мне пошел. Ну-ка, Александр взял. Тащи, тащи, тащи его.
Лескан брагы. Чувинами. Не могу теперь. Saya barang ya. Мелочь, Мелочь, приятно. Apa ni? Не другой, это другое, ага. Ini barang ya. Ну, похож, ага. Похож. Мелкий шибко слишком, да? Приведи своих друзей. Конечно, давай. Маму, папу. Давай. Ну вот, друзья, рыба есть. Продолжаем ловить. Просто местный парень вчера сказал, во время пурги клюет. Вот сегодня пурга. Будем проверять версию местных. Это елка. Чуть-чуть. Еще одного тащим, кого-то. Сработала вот такая резина красного цвета. Провод. Опускаем, друзья. Мелочь. Пусть привлекает крупных. Привлекает крупных. Ну что сказать, сработала вот такая резинка джиг-головкой. Бурга Петрович. Apa? Atau purga kan itu. Ini iдар deh, purga kan itu. Астила примерно кино я мир. Даски भी मतलब ये पूरा अचन्ना मम्मी का चन्ने अपने हफ्ता चास इतर आ रहे Манука тикает на их ходу. Пока что. Лёка.
морозу. Друзья, сегодня весь день идет пурга. Должна она нести до 4 утра. Порывы должны еще усилиться. Ждем. И потом должно приморозить. Поэтому сейчас прямо все намокло, все налипло. Снегоходы все покрылись прямо коркой ледяной. Емкость администрации. И это все должно скоро замерзнуть и покрыться ледяной коркой. Посмотрим. Вот, друзья, Александр сейчас поймал гольца прямо у меня на глазах. Я сидел, смотрел в камеру. Эхолоте показала какой-то криль где-то на 4 метрах. Я сидел, опустил камеру, сидел, смотрел, что это за криль. Вот это смотрел, да? Здесь была его... Его смотрел? Нет, я сидел на твою мамышу, смотрел в камеру. А мы поднял друзья. Но на середине где-то появилась вот такая криль. Как ее? Планктон какой-то появился. Ехал. Ну, это уже можно жарить даже, да? Более кулинарного размера. Первый есть. Можно поесть. Да, друзья, поймали все-таки гольца. Хоть и не большенький, но все-таки голец. Погода весь вся против нас. Но, как видите, голец схватил. Причем схватил он не у дна, заметьте, а в 4 метрах от поверхности. Я это так да? Ну что, Алексей тоже обрыв поймал, тоже хороший экземпляр, да? Дмитрий что-то урвал. Алексей тоже там себе что-то каждому по вкусу. Что выбрали, ребята? Свинина. С рисом. Вина. У Дмитрия что там? Картошка.
Свинина. А он был там, уха царская, из осетра. Непростая уха. Ну, Царская. понятно. Так, ну я тогда борщ. Борщ. Соскучился по борщу. Буду борщ. И еще пирожки разогреваем. Ну как уха? Отлично. Вполне съедобный. Картошки крупные. Вот мясо. Да, кипринка. Так, ну, выжили, в общем. Выжили. Как жить хорошо. Выжили в пруде. Не отчаиваемся, ожидаем вторую часть. Это было жесткий вчера. Жесткий день вчера был. Весь день напряженный, так скажем. У нас тут начало уже ломать прутки вот эти. Поэтому пришлось подпирать. Но потом что-то решили, один раз крыша прогнулась, и решили мы что-то взять вот эту трубу и поставить к крыше. И в это время сильно надавило на угол ветром. Из-за этого, конечно, один пруток не выдержал. Наш косяк. Вот. Вот она вот здесь, в этом месте. Вот, ну, малюха. Давайте посмотрим снаружи, что случилось. Ребята, опять будет ветерок, говорят. Сейчас ветер будет. Так вот. Выжили. Жесть. Снег как бетон. Ну, ветер тут холодный, что-то, слушай. Это было. Утро второго дня в Пурге. Алексей, что готовишь на завтрак? Колбасу жарим. Жарим колбасу. Хотел ребят поснимать, как они в Пурге работают.
Совсем маленькую мормышку схватил. Мясом. Да подойди ты. Вот такие маленькие галечики с утра. Прям. Вот такая маленькая мормышка черная с мясом. Пожарился. Мясо соленое, из-под сала, можно так сказать. Еще один лигер. Кольцовый. Красный же. О, другой, второй. Второй. Ну. Хрома мышка хара. Такие хрома мышки. Все помад тахтан такие. Да подождите еще. Этот уже красненький. Обосрал меня. Всего. Maniki